эфире программа «Новости». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Озвучу основные темы к этому часу. Жители Горного Улуса собрали и передали своим землякам в СВО продукты питания, одежду и предметы первой необходимости. Школьники Амгинского района изучают коневодство. Состоялась республиканская научно-практическая конференция «Дюмэдой. Юные хозяева земли». Якутский сериал «Вот Джулустан» признан одним из лучших сериалов НВК «Саха», стала лауреатом престижной всероссийской премии имени Эдуарда Сагалаева. Петр Николаев назначен министром инноваций Якутии. Соответствующий указ подписал глава региона. Петр Николаев до прошлого года занимал должность замминистра инноваций Якутии. Является опытным специалистом в сфере цифровой трансформации и государственного управления с 19-летним стажем работы на руководящих должностях. Достиг топ-10 рейтинга руководителей цифровой трансформации России. Окончил Томский университет систем управления и радиоэлектроники по специальности организация и технология защиты информации. Новый терминал для пассажиров судов на воздушных подушках открылся в Якутске. На станции Намыв построили вместительный теплый павильон, в котором пассажиры смогут в тепле и комфорте ожидать отправления судна для переправки на другой берег реки. Инициатором установки пункта ожидания стала компания «Железные дороги Якутии». С 2021 года подобный терминал установлен в районе поселка Нижний Бестях. Вместимостью порядка до 50 человек, общей площадью 70 квадратных метров. Здесь располагаются санузлы, имеются пандусы, соответствующие лестницы до непосредственно места посадки. Внутри терминала будет оборудована точка общепита и, безусловно, будут соблюдены все требования по транспортной безопасности. В Алекпинском районе прошло собрание ветеранов боевых действий в зоне СВО и заинтересованных структур обсудили вопросы создания ассоциации ветеранов СВО Алекпинского района. Ассоциация нужна для объединения ветеранов, взаимодействия с органами власти, решения различных проблем и вопросов, проведения патриотической работы среди подрастающего поколения и участия в мероприятиях. Такие ассоциации создают во всех регионах страны и играют важную роль в адаптации военнослужащих к мирной жизни и оказании им необходимой помощи. Участники собрания утвердили вариант эмблемы общественной организации и шеврона. В ближайших планах работы над уставом организации. С момента того, что когда ребята наши начали возвращаться в мирную жизнь, у нас сейчас на сегодняшний день более 40 демобилизованных ребят в Алекпинском районе. У ребят появилось много вопросов в части того, что нужно создать ассоциацию ветеранов СВО Алекпинского района Республики Саха-Якутия. В эти дни глава Горного Улуса Никита Андреев вместе с главами Маганинского, Октябрьского и Берджигистяхского наследов посетили Запорожскую область, где встретились с бойцами в пунктах Розовка, Куйбышев, Гусарка и на Восточном полигоне. Жители Горного Улуса собрали и передали своим землякам продукты питания, одежду и предметы первой необходимости. Некоторую часть гумпомощи для доставки приобрели в Москве. 1 квадроцикл, 4 мотоцикла и дизель-генераторы. Делегация Горного Улуса успешно встретилась с бойцами, доставила необходимое им имущество и в эти дни отправилась из города Ростов-на-Дону по направлению Новоазовск-Мариуполь. Хочу выразить огромную благодарность своим землякам, Горному Улусу, администрации, также Андрею Никите Викторовичу за гуманитарную помощь. Привезли генератор, купили ноутбук для работы. Все, спасибо большое, победа будет за нами. Спасатели МЧС Якутии провели урок студентов, урок безопасности. Показательные занятия состоялись на базе 6-й пожарно-спасательной части Якутска. Студентам якутского филиала юридического полицейского колледжа показали отработку действий при организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. Для будущих пожарных была организована учебная точка, где их уже ждала специальная тренировочная машина и весь необходимый аварийно-спасательный инструмент. Специалисты рассказали о порядке деблокировки пострадавших с помощью гидравлического инструмента, после чего студенты на практике поэтапно отработали все действия по вскрытию дверей, капотов и демонтажу крыши автомобиля. Сегодня со студентами юридического полицейского колледжа были проведены показательные занятия
по аварийно-спасательным работам при ДТП. С личным составом было отработано применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента и деблокирование пострадавшего. Оцениваю личный состав на хорошо. Работу личного состава на хорошо. В преддверии Дня матери в Якутии состоялось традиционное торжественное возложение цветов к памятнику матери. В связи с этим по всей республике в течение месяца будут проводиться мероприятия в детских садах, школах, учебных заведениях профессионального образования, а также в предприятиях и организациях. Помимо этого в республике проводятся информационные работы по здоровью матери, воспитанию их детей и по другим актуальным темам. С 1993 года в нашей республике по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева празднуется замечательный день, День матери. И каждое третье воскресенье начинается у нас в республике целый месячник, посвященный нашим уважаемым матерям. В преддверии Дня матери в республике хотим поздравить всех наших мам с этим замечательным праздником. 85 лет сегодня отмечает Андрей Кривошапкин, почетный гражданин Якутии. Почти четверть века он был народным депутатом. Законотворчество Андрей Васильевич совмещал с литературным поприщем. Из-под его пера вышло больше 70 книг не только на русском, но и на эвенском языках. А как почетный президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Кривошапкин продолжает бороться за сохранение культурного наследия. Поздравить выдающегося якутянина собралась общественность. Мне посчастливилось с ним работать в двух созывах, втором и четвертом. Именно такие люди, как Андрей Васильевич, они показывают, как надо относиться к своей работе, как надо отстаивать интересы своего народа. И вот именно это является главным показателем уважения и отношения людей к Андрею Васильевичу. И вы видите, зал полный. Никого не загоняли, вход свободный. Люди пришли очень с хорошим настроением, потому что Андрей Васильевич, как бы банально это ни звучало, но он очень хороший человек. Якутский финансово-экономический колледж празднует 95 лет со дня основания. К знаковой дате колледж подходит с серьезными обновлениями. Запущена подготовка специалистов в области искусственного интеллекта и открыты 2 современные учебные мастерские. История колледжа началась 8 августа 1930 года. Сегодня здесь получает образование более 800 студентов по таким направлениям, как финансы, экономика и бухгалтерский учет, банковское дело и торговое дело. Новым вектором развития стала востребованная специальность интеграция решений с помощью искусственного интеллекта. В юбилейном году материально-техническая база учреждения пополнилась современными мастерскими по торговому и банковскому делу, что позволяет студентам получать практические навыки. По 4 специальностям мы готовим студентов. Это финансы, экономика, бухгалтерский учет, банковское дело и торговое дело. И с прошлого года мы лицензию получили по специальности юриспруденция. То есть уже с этого года возможность получения 2 дипломов по своей специальности и по юриспруденции. Также по новому ФГОСу появились новые специальности. Это интеграция решений с помощью искусственного интеллекта. Вот в этом направлении тоже сейчас работаем по лицензированию. Республиканский центр реабилитации отмечает десятилетие отделения адаптивной физкультуры. В рамках события состоялся круглый стол с участием ведущих специалистов. В числе обсуждаемых вопросов история паралимпийского спорта в Якутии и методы его последующего развития. В отделении адаптивной физкультуры лечатся дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. С 2022 года в центре ведется работа и с участниками СВО. Наши специалисты-классификаторы, они работают с людьми с ограниченными возможностями, да, то есть с инвалидностью. Они определяют, каким видом спорта они должны заниматься, могут заниматься, самое главное, да, и, конечно, привлечь к занятиям физической культуры и спорта и к паралимпийскому движению. На базе Амгинского центра творческого развития прошла республиканская научно-практическая конференция «Джогогой. Юные хозяева земли». Участие приняли 57 ребят из 19 школ республики. Цель конференции – активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности учащихся по изучению рационального использования пастбищ и сельхозугодий при разведении лошадей и организации корма лошадей. Эксперты работали по направлениям растениеводства, животноводства и земледелия, ветеринария, хранение и переработка сельхозресурсов.
сырья, культурные традиции, связанные с коневодством. Участникам вручили сертификаты, дипломы и призы. В конференции приняли участие 5 районов. Всего участников было 45. Экспертами работали преподаватели АГАТУ и учителя биологии нашего района. Работы, поступившие заочно, оценивали сотрудники ЕНИСХа. Всего было заявлено 15 работ на заочном этапе. Будущие деятели искусства играют на новых музыкальных инструментах. Так, благодаря нацпроекту «Семья», Барагунская детская школа искусств приобрела баяны, Юпитер, гитары, балалайки, скрипки и, самое главное, фортепиано для оркестра на сумму 3,5 миллионов рублей. Всего в школе искусств занимается 230 учащихся. Из них в Народном оркестре, которым руководит почетный работник культуры республики Станислав Луковцев, играют 9 детей. Наши новые баяны очень хорошие. У них очень громкий звук, звонкие они еще. Очень хорошие. Спасибо за новые баяны. Якутский сериал «Вот Джулустан» признан одним из лучших сериалов. Национальная вещательная компания «Саха» стала лауреатом престижной всероссийской премии имени Эдуарда Сагалаева. Церемония награждения прошла в Москве. Якутская телекомпания разделила награду в этой номинации с онлайн-кинотеатром «Премьер», который представил сериал «Полевако». Победа в таком конкурсе подчеркивает высокий уровень регионального телевидения, способного конкурировать с крупными федеральными проектами. Всего на соискание премии было подано более 260 заявок от сотни телеканалов со всей страны. Лауреатами в других номинациях стали такие крупные вещатели, как НТВ, Матч ТВ, Моя планета и ТНТ. Гран-при конкурса получил генеральный директор общественного телевидения России Виталий Игнатенко. Мы очень рады победе. Была проделана огромная работа. Сериал был снят в прошлом году, в 2024. Автором сценария является Катерина Григорьева Каремес-Сиджай, режиссер-постановщик Елена Эверстова, которая является еще обладателем ТЭФИ за фильм «Харчи». И очень отрадно отметить, что и в этом году мы номинированы в этом престижном конкурсе. Мы попали в финал и сейчас с нетерпением ждем еще результата этой премии. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках.